Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Это наша с вами первая встреча в новом 2026 году. В стране он объявлен годом единения народов России. У нас в республике эти 365 дней пройдут под эгидой Года культуры. Это отличный повод вспомнить, чем мы гордимся, и подумать, как передать наше наследие будущим поколениям. А кто лучше расскажет о культуре через искусство, как не деятели этой сферы? Поэтому об этом сегодня и поговорим с гостями нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте сразу и начнем с того, зачем мы собрались. 2026 год, год культуры в Якутии. Что это для вас значит? Какие планы? У нас очень традиционно насыщенная жизнь культурная в нашей республике. И вот как раз-таки на последнем прямом эфире Владимира Владимировича Путина глава государства отметил это, что у нас очень талантливый народ Якутии. И действительно очень много интересных процессов происходит, которые являются на самом деле примером для многих других регионов по многим направлениям. И это на самом деле вот наша потребность в самосознании, определение идентичности культурной, это как раз-таки залог патриотизма, да, вот почему это, опять же, сейчас актуально, почему это сейчас очень важно для нас, поскольку действительно мы испытываем нелегкие времена, мы разделяем те тревоги и скажем, моральный груз, да, который вот есть в целом у нас в обществе, и мы должны свою созидательную энергию направить на то, чтобы вдохновить на то, чтобы мы достойно пережили эти времена нелегкие. Ну, раз вы упомянули прямую линию президента, там же он пообещал поддержать фильм о бойце с позывным «Тута», об Андрее Григорьеве. Я знаю, что он также, была поддержка фильма «Молдан», вот как раз режиссер. Да, мы очень рады, что Владимир Владимирович обратил внимание на этот проект. Насколько я знаю, что проект сейчас практически уже в производстве. Когда мы разговаривали с Александром Сергеевичем на эту тему, обсуждали буквально через несколько дней после прямой речи Владимира Владимировича, мы сошлись во мнении, что поддержка и запуск этого фильма – это поддержка вообще всей нашей киноиндустрии, потому что проект будет большой. Мы показали, что на примере фильма «Алдан», что мы можем работать с большими студиями, с большими актерами. И я уверен, что ребята, которые будут реализовывать этот проект, сделают это еще лучше, еще зрелищнее, еще патриотичнее. Ага, ну и, кстати, якутское кино ведь по итогам прошлого года побило рекорды по сборам, насколько я помню. Ну, якутское кино бьет свои рекорды по сборам. Мы очень радуемся, что сейчас мы уже можем говорить о цифрах достаточно больших. Достаточно больших для нас, Для региона. Для региона. И это дает нам энергию придумывать новые проекты, реализовывать их вместе с разными компаниями. И государство, руководство республики нас поддерживает. Конечно, это тоже непростой вопрос, но разные формы поддержки мы периодически обсуждаем нашим киносообществом с представителями и корпорации развития, и в лице Алексея Алексеевича Егорова. Сахафильм. Да, который тоже всю свою энергию прикладывает для того, чтобы наши киношники не оставались без реализации своих проектов. Поэтому делается много, и я уверен, что год культуры – это дополнительный повод, дополнительная мотивация еще больше дать возможности и киношникам в том числе для полной самореализации.
Спасибо. Но кино — это искусство синтетическое, впрочем, цирк тоже. Да? Он же объединяет акробатику, музыку, хореографию, Опера драматургию. Опера тоже. Музей. А музей, если это Тем музей более. музыки, то тоже, да. Всё один. Я хотела у Сергея Васильевича спросить, как вот в ваших постановках отличается идентичность, о которой вот Владислав говорил. Да, ну, конечно, в этот год культуры всех нас обязывает что-то показать интересное, такое современное, и то, что раньше не показывали. И наш цирк в этом отношении старается каждый год показать лучшее из лучших, и как-то, чтобы отличался от предыдущего года. Поэтому наш цирк, например, на самом деле он является этнокультурным и северным цирком уникальным, в котором вот сочетаются и все жанры и виды, о том, что мы сказали, что вот он является синтетическим искусством. И, естественно, наш цирк вышел из того, что на опыте, на традициях советского цирка, затем азиатского цирка как школы, ну, в данном случае китайской школы, ну и, конечно, на народных традициях народов Севера, ну, в том числе якутского народа. Мы сейчас вот как раз Да. с Сергеем Васильевичем обсуждали совместный проект, Ну возможно, да, я об сделать. этом тоже хочу сказать. Так что, да, Ну, мы- расскажите, у нас интересно. давно эта идея витает в облаках, можно сказать, но сейчас я вот на днях предложил Владиславу да, Валерьевичу. мы встречались, обсуждаем, сейчас знакомим коллективы с Приоткройте творчеством друг чуть-чуть друга. завесу, Но это что пока секрет. Цирковую. Пока Ну, можно секрет. сказать, детская реклама идет. Не все карты на стол выкладываете, но чуть-чуть завесу-то приоткройте. Но есть принцесса цирка, мировой шедевр, Оперетта известный. да. Кальпина. Да. И мы хотим создать вот что-то цирковое и что-то такое, Коллаборацию такую. коллаборацию вместе с цирком. Сейчас оперетту, думаем, в каком театром формате балета. это возможно. Может быть, несколько форматов. Чтобы и в театре могли показать, ну и в цирке, чтобы интересную постановку сделать. Вместе с артистами оперы. Симфонический оркестр, может быть, к нам не влезет в цирк пока. А потом это экранизировать. Ну да. Да. Поэтому Да, это мы тоже интересная любим снимать идея. кино тоже. Мне кажется, очень Кстати, да, кино, перспективная. советская классика, это цирк, то есть с Любовью Орловой, это же и цирк, и кино. У нас, кстати, в кино еще очень много не хватает ребят жанра, вашего жанра, в том плане, что я еще помню, когда мы только начинали проект «Рядовой Черен», ребята из цирка к нам приходили, помогали нам, какие-то экшн-сцены мы делали, потому что они физически подготовлены. Ну да. И вот в этом году к нам приезжали ребята, по-моему, с Киргизии, по-моему, ребята, Такие, ну, каскадеры каскадеры, да. на лошадях. Да, каскадеры, и они участвовали в одном из проектов. Я подумал, почему наши ребята, нам тоже нужно Ну, сделать, надо наверное. привлекать просто. Да, надо тоже обратить на это внимание, Да. потому что уверен, что наши ребята могли бы себя проявить в кино. Ну вот коллаборация цирка с кино, с театром и балетом, даже с музеем. А в Можно же музее потом фойе уже организовать. сдать материалы, и творческие вечера мы можем устроить. Кстати, да. Да. Потому что и к эпосу мы тоже относимся Да. с интересом. Мария, ну вот стоит отметить, что под конец 25 года вашему музею присвоили имя Изы Петровны Решетниковой. Да, она как раз была и музыковедом, и пасоведом, и фольклористом в одном лице. Вот, будут ли в экспозиции или где-то в программах выделены материалы, посвященные вот, фольклору и вкладу Изы Петровны в сохранение фольклора? Хочется напомнить то, что в прошлом году мы отмечали 80-летие со дня рождения Аизы Петровны. И, конечно, в рамках вот юбилейных мероприятий мы организовали очень много мероприятий, в том числе это открытие постоянной экспозиции, посвященной ее жизни и творчеству. Издана книга воспоминаний о Аизе Петровне, установлена именная поющая скамья,
А также создан музейный фильм о ней. И, конечно же, это в октябре месяце к Международному дню музыки компания «Алроса» присвоила ее имя Алмазу. И к концу года, к нашей радости, ее имя присвоено нашему музею. И в этом году мы, конечно же, планируем до 24 февраля, до дня ее рождения, всю документацию там переоформить и, конечно же, организовать большую выставку и вечер воспоминаний устроить. И, конечно, может, вы слышали то, что у нас работает проект «Кочующий музей», и по данному проекту в рамках выездных мероприятий мы будем пропагандировать, популяризировать ее имя, лекционные вот эти мероприятия и также, конечно же, показ наших фильмов. Ну, кстати, о коллаборациях между разными видами искусств. Если я правильно помню, то ваш музей один из первых сделал что-то подобие анимационного фильма по Алан Хо. Да, ага. Мы занимаемся, мы называемся кинопроизводящим музеем, создаем и мультипликационные фильмы по сказкам и эпосам коренных народов Якутии, в том числе и Алан Хо по Нюргун Батур Платона Юнского. И, конечно же, музейные фильмы – это документальные фильмы по этнографии и фольклору. Ну, то есть у вас вообще много Да. Ну, точек Нюргун Батор я соприкосновения. могу добавить. Мы в 2004-2005 году еще хотели поставить цирки по эпосу, цирковой эпос. Айсен Дайду, уже сценарий до сих пор лежит. Ну, так и до сих пор не смогли сделать, но хотят, чтобы мы сделали. Ну вот у нас же, помимо того, что год культуры, у нас же еще третье десятилетие Алан Хо Ну да. объявлено. Мне кажется, вообще, ну, с театром понятно, у них опера, она классическая, она с нее и начиналась, она и сейчас в новой постановке прекрасно есть. Мы Дыра и Берген сделали по Устину Нахсорову. Причем у нас есть киноверсия, которая тоже путешествует по разным регионам России. Мы вместе с Марией выезжали вот как раз-таки по городам Крыма, в Донецкую республику выезжали, показывали там. И, конечно, когда ну вот люди приходят с тем, чтобы познакомиться с нашей культурой, когда они знают наших воинов, которые действительно сейчас известны по всему миру, да, и когда они видят, вот, что это заложено в нашей культуре, в наших традициях, то это очень сближает вообще нас с, ну, вообще с общемировыми процессами. Поднимает дух. Да. Поднимает дух наш. Давайте продолжим разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы говорим о годе культуры. Прежде чем уйти на рекламу, зашла речь об Алан Хо, о том, что Алан Хо у нас присутствует в виде фильмов и анимаций от Музея музыки и фольклора, в виде цирковой постановки есть планы по постановке Нюргун Бодура, да, есть опера. Есть балет даже. Есть балет, да. Вот, а почему, у меня какой такой резонный вопрос, почему у нас до сих пор нет такого вот прекрасного фэнтези-фильма по Алан Хо? На сегодняшний день, насколько я знаю, несколько студий есть желание, есть создать по Алан Хо что-то очень такое грандиозное. Точно знаю, Петя Хики, уже Петр Хики, режиссер «Холодного золота». Он сейчас очень плотно работает с новыми технологиями, в частности, с искусственным интеллектом, который дает на сегодняшний день нашим кинопроизводителям те возможности, которые раньше стоили огромные-огромные деньги. И когда кто-то боится этих новых технологий, этого искусственного интеллекта, мы говорим, хорошо, что он пришел, потому что теперь мы можем делать то, что раньше могли делать только большие студии. Как раз вот Петя со своим коллективом, с другом, с Николаем Туди, сейчас делают большой проект. У них уже есть предварительный трейлер. Мы его представляли недавно в «Квартале труда». Ну, больше деталей рассказать не могу, потому что не так глубоко посвящен, но то, что я видел, и вот недавно к нам в «Квартал труда» приезжал шоумен Павел Воля,
Он зашел так, посмотрел у ребят, что они делают, и был очень-очень сильно впечатлен. Поэтому, я вас уверяю, работа ведется, и не только одной студией. Знаю, что очень много студий небольших тоже планируют делать большие мультики. А насчет фэнтези большого фильма, сначала надо это сделать, наверное, все-таки в мультипликации, потому что очень необъятная история, и чтобы ее начать, это нам нужно освоить в кино сначала технологии, чтобы там сделать в духе «Властелина колец» или что-то чего-то такого. Мы работаем над этим, мы нарабатываем компетенции, мы создаем команды, и надеюсь, что в ближайшем будущем мы удивим мир подобным проектом. Кстати, а вот кинопавильон полного цикла, он ведь в этом году будет запущен, да, или в следующем? Нет, к сожалению, приблизительно в этом году, я точно знаю, там есть первые шаги по реализации этого проекта, но там много бюрократических вопросов, в которых я не совсем понимаю, как творец. Но ждем 28-29 год, вот так вот, чтобы он уже запустился. Конечно, все очень сильно его ждем. Но к тому времени мы точно должны воспитать поколение новых специалистов, потому что для таких инструментов, для таких объемов нам нужны и специалисты, и проекты, и продюсеры. Вот как раз над этим мы сейчас и работаем. А, кстати, вот о подготовке специалистов, вот как решается вопрос с кадрами? Вообще, вот в цирке, например, как решается вопрос с кадрами? Ну вот как раз после большого перерыва, после 3-го выпуска китайской цирковой школы, 3 выпуска 97 по 2019 мы проводили с Министерством образования, с правительством. Сейчас вот удалось в прошедшем году отправить ребят уже в другой колледж. Это город Учао, очень знаменитый город в Китае. Он знаменит тем, что он является колыбелью вообще мировой акробатики. Там 1500 лет, по-моему, назад нашли книгу. Там очень интересный музей цирковой. Ну, вот, в общем, город Учао, 300 километров от Пекина. Маленький город, по-моему, меньше даже Якутска, что ли. Но он знаменит тем, что вот там родился вообще мировой цирк. И там и музей очень большой, красивый, мировой акробатики цирковой. Колледж огромный, затем парк цирковой, отель 5-звездочный построили, все в комплексе. Еще там строят какой-то парк. Еще цирк построили на около 2000 мест за 1 год. И он стоит только для проведения Всемирного фестиваля. И вот нас пригласили в этом году. Летом приезжайте, заммэра говорит, и работайте, пожалуйста, когда туристы приедут. Поэтому вот по подготовке кадров вот началось благодаря Арсению Сергеевичу, правительству, Министерству культуры. И вот сейчас мы их привезли, сейчас должны отправить в марте. И дальнейшее финансирование быстро должно решиться на 5 лет. Поэтому это будет уже новый прилив интересных молодых сил через 5 лет. Ну, потому что цирк тоже, как и балет, как и все остальные жанры, виды искусств, молодое поколение везде работает, поэтому это меня привлекает этим. Мне еще интересно вот к вопросу о кадрах, да, если у вас вот музей аудиовизуальный, тоже, там же тоже должны профессионалы работать? Да. У нас именно вот очень хорошие специалисты вырастают из колледжа культуры и искусства и САГИКи. Вот поэтому мы с ними очень хорошо, тесно сотрудничаем. Это уже университетом стало. Ну вот сейчас они университетом, кстати, стали. Да, вот поэтому у них очень хорошие вот выпускники. Мы очень благодарны вот этим учреждениям образовательным. Мы тоже с ними работаем. Да. В прошлом году мы работали, практику у нас проходили в квартале труда, в моих студиях ребята. И многие режиссеры, большие уже современные, вот те технологии, которые мы развиваем,
а именно XR-экран, экран виртуальных декораций. Многие режиссеры побаиваются этих технологий, а ребята буквально за неделю сделали порядка 5 или 6 фильмов. Небольших, конечно, но они эту технологию так быстро освоили и презентовали потом в нашем небольшом зале. Поэтому, да, гики это та кузница кадров, на которую мы надеемся, которую рассчитываем. Я думаю, что это еще все масштабируется, и ребят будет больше. Но потенциал у нашей молодежи есть, мы это знаем. Главное правильно направить эту творческую энергию в правильное русло. И Ну, поддержать. образовательное учреждение – это основа вообще для нашей сферы. И у нас в Якутии действительно очень крепкая такая основа, которой может похвастаться не один регион. Сейчас у нас уже федеральный университет в сфере культуры и искусства. Ну, для нас это, конечно, в первую очередь высшая школа музыки, Якутская балетная школа, которая вот как раз-таки уже 30-летний рубеж отметили. Это заслуга нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева о том, что создавалась такая база, которая постоянно дает нам приток новых кадров. То, чего не имеют на самом деле во многих регионах. И многие регионы испытывают ну, как бы сложности с этим. В то же время вот наше образовательное учреждение сейчас могут готовить, в том числе для других регионов, когда было взаимодействие с зарубежными странами, там приезжали даже учиться студенты из других стран. Поэтому наше достояние, и ну, вот в этот год мы тоже обязательно наше учебное заведение тоже должны отметить и поблагодарить за то, что они все поставляют нам профессиональных кадров. У нас тоже в цирке есть и планы. Вот в АГИКе университете тоже хотим открыть, ну, кого-то подготовить, ну, типа режиссеров, а в колледже актеров, ну, клоунады, таких легких жанров. Поэтому эти планы давно уже есть. Поэтому надеемся, что они В этом скоро году должны они реализуются. начать, Ну, в по этом крайней году- мере, осуществляться. Возможно, начнется что-то. Ну и одна из задач Года культуры, как я понимаю, это доступность культуры, доступность искусства для всех. Вот какие планы по гастролям, Да, вот допустим, у большие вас? задачи все-таки стоят такие, чтобы работать, показывать программы, спектакли, ездить по улусам, по республике, чтобы культура не только в городе, год культуры как бы проходил, да, но и по всей республике. Ага. Стоит большая задача и перед правительством, перед нами, перед всеми, перед министерством. Поэтому планируем, конечно, чтобы гастроли все мы проводили. Какие-то даже совместные хотелось бы тоже проводить. Раньше вот проводили же Дни культуры, искусства там с писателями, с поэтами. Мы даже сами ездили в 70-е годы, 80-е годы. Поэтому сейчас тоже можно было бы такие тоже проводить. Типа культурный Интересные десант, да, выезды, такой? да. По Министерство Не улицам. только культуры просто сейчас гастроли, а- разрабатывает план мероприятий Да. на год культуры, и вот мы тоже внесли предложение. И, конечно, вот выезды, они имеют очень большое значение для районов, для районных центров, для наших, допустим, арктических районов, в которых вообще, ну, Да. как бы десятилетием никто не выезжает, да. Последний раз, по-моему, в год Арктики была такая тоже программа, когда специально выделяли финансирование, потому что это очень дорого. Авиабилеты, чтобы вывести даже одного человека, там, ну, уже А большие тут целая суммы уходят. труппа. Да. Да, и, конечно, вот у нас появились многие дворцы, такие, ну, чуть ли не настоящие театры, там, Да в я наших сама помню, районных в центрах. Анабарском улусе вот этот дом культуры, это просто дворец, он прекрасный, мне кажется, там сцена прям Да, не в хуже, Улусах чем... тоже интересные Не- И, появились. естественно, у населения потребность, чтобы тоже приезжали не одиночные артисты, чтобы полноценные постановки, спектакли, какие-то яркие концертные программы. А сейчас у нас это есть, но вывести, к сожалению, не всегда удается. Даже вот по ближайшим районам, даже вот в Вилюйскую зону доехать, допустим, уже, ну, как бы большие затраты. Но кино тут, благодаря экстрасинема, видимо, впереди планеты всей, да, потому что практически в каждом райцентре. Кинотеатры, Практически в каждом доме культуры, как это было в советское время. И экстрасинема – это пионеры возрождения этой технологии, пускай она теперь цифровая.
И все гости, все специалисты российского уровня, все удивляются, как вы осилили такую технологию. И «Экстрасинема», конечно, это уникальный проект, который как раз тоже соединяет и дома культуры, и кино, и все то, чтобы кино дошло до самых маленьких регионов. И знаете, самое интересное, что самая большая посещаемость в залах в тех селах, где очень мало людей. Потому что в городе люди избалованы разными развлечениями, а там культура, в деревнях культура коллективного просмотра – это событие. Поэтому «Экстрасинема» развивается, и кино, соответственно, наше тоже идет не только по всей республике, но мы все прекрасно понимаем, чтобы наше кино выходило на чуть больший уровень, чуть больше высокие новые ступеньки, наши проекты должны выходить, конечно, еще и на экспорт. И мы должны зарабатывать не только внутри республики, собирать кассы, чтобы те же новые специалисты, молодежь шла в кино. Они должны понимать, что они будут получать зарплату. И проекты будут приносить деньги. Поэтому и «Экстрасинема», в свою очередь, идет и по стране? По стране, и уже есть, насколько я знаю, уже открываются залы и в других странах. Я думаю, что мы общими усилиями все-таки пройдем эту планку, которую и откроем для себя новые рынки, нового зрителя, и, соответственно, через вот уже это окно будем показывать все грани нашей культуры и особенности, и преимущества. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы обсуждаем год культуры. Перед тем, как уйти на перерыв, говорили о доступности культуры, о культурных десантах. И я не успела слово дать Марии, потому что кочующий музей, я так понимаю, это как раз вот те самые музейные гастроли, да? Да, мы гастролирующий музей, и хотелось бы поделиться радостью, то, что в конце года у нас 2 проекта стали победителями гранта главы. Это кочующий музей детям Якутии. Мы должны в этом году 14 улусов съездить и охватить 14 тысяч детей и молодежь. И второй проект тоже в этом году будет реализован. Это в стенах нашего музея откроется школа Кырымпы, Кылдарху она называется, где мы должны обучить, сперва приобрести 30 музыкальных инструментов у наших местных мастеров и обучить 30 молодежи играть на этом инструменте. То есть тут и поддержка ремесел получается, да, Да, потому что вы да. приобретаете у Да. мастеров. Ага. И вообще кырымпа это же такой редкий инструмент. Да. Я вот кроме Германа Хатылаева вообще не знаю никого, кто на кырымпе играет. Ну в театре Лонхо еще. Кылсаха есть ансамбль вообще прекрасный. Театр танца. Да. Ага, театр танца. И, конечно, это все будет благодаря поддержке гранта главы. А вот про кочующий музей подробнее. Вот вы сказали кочующий музей детям, да? То Да. есть там специальная какая-то детская программа? Да, кочующий музей детям Якутии называется. Это что мы делаем? У нас интерактивные выставки, это музыкальные инструменты, это игры, это показы наших фильмов, это и будут показы кукольных спектаклей, потому что наш же музей еще имеет свой театр кукольный Да вы что? по сказкам коренных народов Якутии. Вот поэтому вот такая программа будет. Вообще дети очень любят встречаться с Марией, потому что Мария дает им возможность поиграть на инструментах, в том числе вот традиционных инструментах народов Севера. Это очень интересно. Там из копыц оленей, например, да, вот,
У нас интерактивные музыкальные инструменты. Вот помимо того, что посетитель приходит в наш музей и через витрину смотрит вот музыкальные инструменты, у нас для посетителей еще стоят интерактивные. Это вот именно... Которые можно потрогать, Да, потрогать, поиграть, пошуметь. Вот поэтому вообще посетителей и юных зрителей, тем более, это очень Это вообще не музейный завораживает. экспонат, это, Да, ну, это то, к мы чему можно именно вот прикоснуться. взаимодействие с нашими мастерами местными, мы вот такие создаем разные вот именно интерактивные экспонаты. А вот интересно, как-то вот эти ремесла традиционные, да, ремесла, народное творчество, это ведь, ну, это ведь тоже часть культуры, да? Конечно. Вот как с ними, понимаю про Марию, да, понимаю про музей, как вот Ну, у вас как-то обязательно. Вот строится 2 года назад отношения я был главным режиссером вот культурной программы СИХа, ну, открытие в основном. И там мы, как раз я говорил, Дыры Берген Аланхо показывали, амгинского автора, Устина Насурова. И там, естественно, работали с местными сказителями, аланхасутами. Вот. И они натурально пели, и мы записывали их, и под их, значит, сопровождение мы создали, в принципе, неплохой спектакль «Дыры-Берген». Потом перенесли на Манеж, и здесь показывались. Мы очень тесно, в общем-то, связываемся. Ну и, конечно, вот хотим и с музеем побольше работать в дальнейшем. Очень хотим, мы тоже. Ну и с театром оперы балета, ну, театром танца. Там и художественным руководителем стал Петров Николай. Мы с ним тоже в плане есть. В общем, совместные проекты планируются. Очень много. Профессиональные учреждения искусства, они очень активно сейчас работают как раз-таки по взаимодействию с нашим эпическим наследием. Сейчас фактически, ну, в каждом театре уже есть постановки на основе эпоса, и как раз-таки мы делаем... Дома Аланху есть как бы, Да. практически в каждом райцентре. Потом, тоже. опять же, мы когда коллаборируем, делаем совместные спектакли, это и содержательно, то есть как музыканты участвуют, музыканты, допустим, театра Аланху, да, они же носители традиционной культуры, у них есть своя специфика работы, они играют не по нотам, да, и поэтому здесь есть, ну, определенные сложности и трудности, и вот нам нужно все это преодолеть, но это дает совершенно новый эффект. В 90-х годах синтез театра «Район», вот когда мы с Марфой создали, тогда еще начинали, вот, я могу даже, наверное, похвастаться, от нас началась вот, как бы, интерес к этим инструментам. С Горного, вот, Махначевскими мы работали. Потом закупали купюры. После нас вот Татарина Володя, вот Хаталаева от них пошли. И уже до сих пор в цирке везде у нас тоже стараемся покупать купюры большие. Я сам заинтересован был, и комплект у Атласова Василия Николаевича приобрели. Такая установка с бубнов, как ударная установка современная, но она из бубнов состоит. И я сам изображал. В смысле, сами играли, номер, да, номер создал, ну и хочу сейчас кому-то передать молодым. Ну и Поэтому интерес к этим на инструментам самом деле вот очень этот большой. подход очень интересен не только нам, а он за пределами республики интересен. Почему вот мы, допустим, такое признание получили на национальной театральной премии «Золотая Москва», потому что как раз-таки мы вот представили такой проект. И Хамус, и Новый Крым. синтез классического искусства и народной культуры. Я Хамус уже сколько лет, 40, наверное, с собой вожу на фестивали международные, с собой в кармане. И везде, как с Хамусом выступишь, уже другое отношение к тебе. И он свою, как бы, роль очень большую играет в мире, можно сказать. Ну и в Якутске ведь самая большая коллекция, да, хамусов народов мира, варганов народов мира. Вот уже в Якутске находится. А о международном, если сотрудничестве говорить, да, ну вот мы начали с того, что нужно выходить за пределы. Ну, сначала в рамках страны и дальше есть вот какие-то такие Китаем, планы. вот я начал говорить, с Китаем должен быть
состоится обмен. Вот как раз в Учао они предлагают своих артистов, чтобы сюда привезти. Мы в конце, ну, в октябре хотим все-таки организовать уже следующий международный фестиваль «Мамонтенок», чтобы он состоялся, и китайцы хотят к нам приехать. Ну, тем более и визы они отменили, очень приглашают удобно. нас к нам, нас к ним, то есть. И вот то, что замглавы мы встречались недавно, и он обещал даже посодействовать финансированию. Если бы нас туда привезли, мы бы их сюда привезли. Ну и такой обмен состоялся, и гастроли заодно там провести в Китае. Ну, в основном на базе проекта «Земля Мамонт» хотим поехать. У нас запланирован Всероссийский фестиваль «Стир», который пройдет в апреле месяце. Ну, это, скажем, мы будем приглашать наших российских звезд, может быть, из ближнего зарубежья. Сейчас проводим подготовительную работу. Ну и у нас будет премьера оперы «Аида». При поддержке Министерства культуры Российской Федерации мы также получили федеральный грант, который позволит нам сделать, ну, премьеру, скажем так, большого международного уровня. Будем приглашать туда также исполнителя главной партии, поэтому, ну, вот нас такая интересная работа ожидает в этом году. Давайте так, последний вопрос будет ко всем вам. Скажем, ну не один, пускай три, ну от 1 до 3, да, постановка или фильм, или что-то как обязательное к просмотру для понимания якутской культуры, якутской идентичности. Давайте я начну. На самом деле, любой якутский фильм, особенно фильмы, которые только начинали якутское кино, там где-то вроде как не так поставлено, где-то вроде немножко наивно, но практически любой фильм, если не брать московские проекты, которые сюда приезжают, можно посоветовать. Но я выделил бы, конечно, «Над мною солнце не садится» Любы Борисовой, любой фильм Степы Бурнашова. Ну и тут можно идти по порядку, чтобы никого не обидеть. Я про свои фильмы говорить не буду, потому что это больше у меня жанровое кино, которое мои герои, как правило, где-то в сложных условиях, где-то не в Якутии. Ну, Черин. Черин, да. Ну, да. Но вот те фильмы, которые на меня оказывают впечатление, я вот сказал, те, которые я хочу посоветовать своим друзьям, московским коллегам, чтобы они поняли, когда они пишут сценарий, допустим, про якутского героя. Я говорю, посмотрите вот эти вот фильмы, чтобы вы понимали. Список большой, но я хочу сказать, что в целом наше якутское кино, оно делает огромную работу для того, чтобы в мире знали, что такое якутская культура. Так, ну, если опера, то это Нергун Ботер, конечно, да, всем знакомо. Но я, кстати, хочу сказать, что в 2026 году у нас будет премьера оперы «Локут и Нергун», поскольку мы отмечаем 120-летие Исаронова Малона, имя которого носит наш театр. И вот к этой дате мы готовим такую новую премьеру национальной оперы. Ну, а если балет, то «Сияющий камень». Хорошо. Очень быстро. Так, ну, мы, в основном, я уже сказал, международный цирковой фестиваль, чтобы провести с участием многих артистов из разных стран в октябре. Ну и хотелось бы тоже летом или к осени провести на площади Ленина, возможно, ну не Ленина, а Республики, да, на площади Республики такое интересное световое цирковое шоу. И вот оно рекомендуется к Ну, просмотру, чтобы посвященное Году культуры и как-то единству, дружбы народов России. Хорошо, Мария. Вот тут три инструмента, например. Давайте вам задачу облегчим. Ну, Кырымпа, конечно же, хомус. И, скорее всего, якутский бубен, шаманский бубен, чтобы он приносил удачу. Пусть всем нам он принесет удачу. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.